Холод заставляет нас интенсивнее использовать нагревательные приборы, но зачастую система отопления становится источником смертельной опасности. Главное управление МЧС России по Ингушетии бьет тревогу. Именно неисправные котлы и печи, которые граждане забывают или не хотят вовремя обслуживать, лидируют в печальной статистике зимних происшествий. Котельные у нас в основном у граждан зимний период времени то газовое оборудование не соответствует, то котлы не соответствуют. И эти котлы устанавливают не специализированная организация. Нанимает какого-то частника, и частник устанавливает. А он никакой ответственности не несет. А при зимнем отопительном сезоне вообще фактически должны обслуживать эти котлы. Проводить там, посмотреть газовые горелки. Результат – многочисленные отравления угарным газом. Его молекулы не имеют ни цвета, ни запаха, незаметно связываются с гемоглобином в крови, лишая организм кислорода. Трагический пример – недавний пожар в Икажево. 22 ноября в огне пострадали 3 детей. Один ребенок погиб. Официальный диагноз – отравление продуктами горения. Вторая скрытая угроза, которая актуальна не только зимой – это ветхая электропроводка. Дело в повышенной нагрузке на сеть. С электропроводкой у нас такие же проблемы возникают. Особенно и зимний период времени, и летний период времени, когда особенно жарко, включаются кондиционеры, все эти приборы, и проводка не выдерживает этого всего. Есть такие моменты у нас. Чтобы достучаться до каждого жителя республики, Главное управление МЧС России по Ингушетии ведет активную и разностороннюю профилактическую кампанию. Цель одна – сформировать у людей культуру безопасного поведения. И школы, и колледжи, и все учреждения, даже дошкольные, в детских садах, проводим инструкции с воспитателями. Особенно помогает, когда ты обращаешься в мечетях, потому что имамы проводят там, и мы выступаем там, объясняем. Есть, конечно, огромная польза. Несмотря на все предупреждения, случаи возгораний фиксируются еженедельно. В Главном управлении МЧС России по Ингушетии за последнюю неделю зарегистрировано 3 пожара. Мы находимся на месте небольшого возгорания в Галашке. Произошло оно вечером 23 ноября. Горели сухие лесные материалы. Подобные пожары случаются из-за самых разных причин. Пламя охватило площадь в 60 квадратных метров, ветки деревьев и листья. Возгорание оперативно ликвидировали силами местных лесничих еще до прибытия пожарных расчетов. Сейчас специалисты устанавливают точную причину случившегося. Может быть самозагорание, потому что здесь лес, здесь листья, здесь почва. Фактор у нас сегодня осадки, да, уже буквально месяц как не выпадали осадки. Теплая погода, солнечная погода, ветер. Эта лиственность, она у нее где-то она имеет свойство гнить. После, когда начинает гнить, она начинает выделять большую температуру. А более сухая лиственность, которая попадает, она может возгореться. Самозагорание может. Это тоже может быть. Человеческий фактор, нарушение правил пожарной безопасности. Профилактическая работа продолжается, однако спасатели единодушны во мнении. Все их усилия будут напрасны без ответственного отношения самих граждан. Проверить печь или котел, вызвать электрика для диагностики проводки, провести беседу с детьми. Эти простые действия не требуют больших затрат, но способны предотвратить трагедию. Безопасность начинается с каждого из нас. Хадиджа Ивлоева, Султан Магушков, Магаз 24.